саасты көлүөнем от сери, ыардарын санныгар сүппүте. Жон киенин нюргунун сүтерен, күлүмэх күннерин көрбүте. Тыыннарын төһөлөөх нюргун жон, биэртерей ийесир туһугар. Төһөлөөх жон, соккордоголоң, болтарай ол сери отугар. Таатта улуугуттан уоттах сериге тыһынча сетте хүс биэһин сетте киһи барбыта. Агыс сүс сүрбе сетте киһи сери толонугар халбыта. Саалаах саха уола ханна тиийде. Хас фронт участок айы саха атын аттатта. Москва, Ленинград, Курскай, Старай Русса, Ильмень-Кölь, Смоленскай, Украина, Литва, Эстония, Румыния, Болгария, Польша, Германия, Хайлар сирдерген, татта олаттара, көміс уоқтара халдыктара. Солдатские матери. Это на их долю выпало воспитать поколение, принявшее на себя самый тяжелый удар – войну. Миллионы матерей отдали тебе, Родина, своих сыновей. Материнский подвиг – подвиг самой Родины, подвиг народа, и величие его будет воспеваться в веках. Трагическая судьба достигла и простую якутскую женщину, мать из таежного села Баяга, Алексеевского района, Февронию Малгину. 5 сыновей отдала родине Феврония Николаевна, 5 жизней своих отдала. Старший сын Алексей до войны известный в районе охотник. Зимой охотился, летом выполнял ответственную работу. Призван на фронт в самом начале войны. В декабре 1941 года погиб от вражеской пули, когда поднялся в атаку. Второй сын, Алексей, до войны окончил Якутскую фельдшерско-акушерскую школу. 2 года работал фельдшером, затем заведующим отделом здравоохранения. В 1938 году поступил в Томский мединститут. Ушел добровольцем на фронт, когда началась война с белофиннами. 9 апреля 1940 года умер от тяжелых ран в Томском госпитале. Третий сын Спиридон до войны окончил сельскохозяйственный техникум, но всегда хотел стать военным. В 1940-м в Чите учился на военных курсах, получил звание лейтенанта и был призван в армию в 1941 году. Защищал блокадный Ленинград. В 1944 году умер от ранения. Похоронен в Ленинграде на Пискаревском кладбище. 4-й сын Петр был хорошим охотником. Призван в армию в 1941 году. Служил в кавалерии. Погиб в 1942 году. Место захоронения не установлено. 5-й сын Василий
ударник учебы, талантливый организатор всех школьных мероприятий в селе Баега. В 1942 году окончил Якутскую фельдшерско-акушерскую школу. В этом же году был призван в армию. В последнем письме он писал: «Мама, еду на фронт, не плачь, до Москвы 10 километров». В ноябре 1942 года пропал без вести. Место захоронения неизвестно. Ты ждешь мое письмо, на днях придет оно. Ты жди его, прошу, я завтра допишу. Пишу с передовой, под чистою луной. Огонь, огонь стеной, писать мешает стоя. Тетрадочный листок со мной на землю лег. Пишу письмо длиной в 4 боя. Давно отгремели залпы войны, но никакой бег времени не может стереть с памяти горе матери. Февронии Николаевны не стало 11 апреля 1978 года. Похоронили ее со всеми почестями в селе Баега у обелиска славы, рядом с мраморными плитами, где высечены имена ее сыновей. Феврония Малгина, отправившая на защиту Родины 5 сыновей и не дождавшаяся их с войны, стала символом всех матерей Якутии. Тоғыз сүз отут бир бойын, кыйы кынаттанан тапталлах тааттатыгар эргилле бите. День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день Победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. И ночи у мартеновских печей не смыкала наша Родина очей. Ни ночи битву трудную вели, этот день мы приближали, как могли. Этот день Победы порохом промах. Это праздник с сединою на висках. В годы Великой Отечественной войны из славных сыновей Татты особо отличился Петров Дмитрий Ананьевич. Он родился 8 июля 1921 года в селе Барабол в семье крестьянина. Работал инспектором отдела соцобеспечения, затем счетоводом промартели, а в Красной армии с 1942 года. В боях Великой Отечественной войны с апреля 1944.
Пулеметчик моторизованного батальона автоматчиков 65-й танковой бригады 11-го танкового корпуса 1-го Белорусского фронта сержант Дмитрий Петров освобождал Белоруссию, Польшу, форсировал Западный Буг. За подвиги, совершенные в боях, награжден орденом славы 1-й, 2-й и 3-й степени. В 1946 году демобилизовался, вернулся на родину, работал в советских и партийных органах родного Улуса. Ушел из жизни в 1971 году. Именем кавалера ордена славы 3 степеней Петрова Дмитрия Ананьевича названы улицы в Якутске и Итыккёле. Там же установлен бюст прославленного земляка. Его имя присвоено и Итыккёльской школе номер 2. Велик подвиг и тружеников тыла. На место ушедших на войну мужчин встали женщины, старики и дети. Татинцы внесли достойный вклад в дело победы над фашистской Германией. Сельчане помогали фронту не только своим самоотверженным трудом, но и личными средствами, практически ничего не оставляя для себя. Ими внесено в фонд обороны деньгами 1 363 000 рублей, золотыми и серебряными ювелирными изделиями более 10 килограмм. Собрано и сдано для воинов Красной Армии 9262 изделия теплых вещей. Преклоняясь перед ветеранами, мы вспоминаем о неисчислимых жертвах, перенесенных нашим народом в минувшей войне. Преклоняясь перед ветеранами, мы вспоминаем о немеркнущих подвигах солдат, чьим тяжелым трудом, потом и кровью, и жизнью была добыта наша историческая победа. Преклоняясь перед ветеранами, мы склоняем наши головы перед матерями, чьи сердца, слезы, любовь и горе, чьи неимоверные жертвы помогли нам завоевать свободу и счастье нынешних и грядущих поколений. Это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы.